Всем привет, девочки, мальчики. Сегодня мы будем с вами смотреть клип рэпера Фараона и клип рэпера Boulevard Depo. Я надеюсь, вам понравится, что вам будет интересно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, там кнопочка такая красненькая есть. Подписывайтесь на канал, смотрите все мои остальные видео, там у меня есть очень много смешных видео, есть еще много и не смешных видео, но есть еще и смешные, поэтому смотрите там мои видео, тоже другие, кроме этого. Ну давайте посмотрим. В общем, говорят, хороший клип, а я вообще люблю русский рэп, и я хочу это услышать. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я прикурил огромный блант. И где-то 5 минут назад за мной петлял двором наряд. И через 5 минут меня найти возможности не стало. 5 минут назад я был один, теперь нас 10. Те, кто 10 нас в инете заходили ровно 5 минут назад. Мне нравится, неплохо. Ребята стараются. Правда, вот недостаток вот один есть. Я кажется, уже где-то это слышал. У меня есть просто один друг, и вот он тоже рэпер, тоже вот рэп поет, очень тоже талантливый парень. Вот у него тоже вот под такую же музыку вот, тоже такие же вот стихи были, что-то вот такое же. Вот я просто там включу, просто послушайте, как бы не сочтите за наглость, что я вам своих этих там знакомых, друзей там подсовываю. Ну просто послушайте, ну так, ну из вежливости хотя бы. Батя дал мне Мерседес, чтобы я разбился нахер. Еще прайса на бухло, чтоб мозги ему не трахал. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. С детства в школу не хожу, да и с рифмой не дружу. Я курю огромный блант, ты идешь со мной купаться. Я пиздатый парень, бля, у меня кривые пальцы. Ровно 5 минут назад в рот мусолил твою суку, а сейчас она тебя вдруг поцеловала в губы. Я продвинутый пацан, ведь я слушаю Янглина, а еще Янг Тага, Трэвиса Скотта, Прада Мэйна, Кенни Веста. Я вообще-то интеллигентный парень по современным-то меркам, ёпта. Ну вот, у моего друга тоже вот такое вот было. Я, правда, не знаю, это хорошо или плохо, что такие совпадения. Ну, не знаю, в общем, не мне судить, но мне нравится, неплохо, ребята стараются. Давайте дальше посмотрим. Всего 5 минут спустя, видишь, камни кружат танго прямо на моих костях. Тот медовый, что крутил я 5 минут уж как иссяк. И потому слюнявлю новый на маршруте в особняк. И твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Это хороший панчлайн, слушайте, да? Твой стиль звал меня папой, но я не кончаю внутрь. Мне, помнится, знакомые рассказывали, что у меня папа так шутил, а потом он встретил мою маму, и больше он так не шутил, но смешной панчлайн все равно смешной. 5 минут назад я трахал суку в Мерсе. Я видел твою суку, это просто мерзость. 5 минут назад, как Сузи, 5 отверстий. 5 минут назад я купил новый перстень. Очень, по-моему, интересно получилось у ребят. Фараон, он вообще хороший рэпер, ему повезло обладать таким талантом, он просто настоящий счастливчик с большой буквы «Щ». Такой молодец парень, в свои годы уже звезда, уже Европу покоряет, молодец, вообще рад за него. Что ж, это был 148-й выпуск Безумного рэпера. На прощание мне бы хотелось поделиться с вами одной своей личной историей. Завтра, как и большинство моих зрителей, я отправлюсь в школу. Как обычно, я буду одиноко стоять где-нибудь в углу, смотреть в пол, тихонько слушать, о чем разговаривают окружающие. Ну а после уроков я буду охотиться на фанатов рэпера Фараона, ебать их тощие безволосые попы, отрезать их пиписьки и варить из них суп. С вами был Безумный рэпер, до скорой встречи. Кто-то называет меня маньяком, извергом, кто-то серийным убийцей, исчадием ада, бешеным животным, кто-то считает бредовой фикцией, ищет милиция с другими силовиками, мною пугает
Если говорить серьезно, то это отвратительный клип, отвратительная песня. Такое ощущение, что пацанята держат людей за дураков. Они, походу, думают, что за пределом МКАДа никто в России больше не смотрит клипы зарубежных рэперов, никто не слушает их песен, никто не читает и не переводит иностранные тексты. Только столичные ребята в теме. Остальная Россия, она же вся в деревнях живет, в грязи, среди коровьего говна, без электричества. Откуда уж ей знать про аналогичных заморских рэп-певцов? Эти мудилы хотели бы быть как европейцы, однако от этих чушек так и воняет россиянской свиньей. Как прекрасно показали 90-е, нулевые да и десятые, запах русской свиньи невозможно спрятать за Мерседесом, за модной квартирой, за чиновичьим креслом, за узкими джинсиками, за смешными очочками, за потреблением продуктов западной индустрии развлечений. Российское животное не может превратиться в нероссийское, оно может стать только недороссийским, неправильным, искаженным, карикатурным, еще более нелепым и смешным. Это не европейские реп-артисты, это северные папуасы, которые вырядились как европейские реп-артисты. Они держат свою аудиторию за идиотов и правильно делают, ведь отечественный потребитель, он действительно слишком тупой, ленивый и безвкусный. Ему ближе продукты отечественного производства, и причем такие, которые будут отвечать, будут, звучать для его восприятия максимально просто. И, как и большая часть всего отечественного, эти продукты будут производиться с характерным, всем хорошо знакомым привкусом говна. Смотрите, какие мы современные, мы тоже умеем делать биты из 808-х ваншотов и потом петь поверх них шутовские нарциссические тексты. Прогресс, ёпты, демократия, свобода. Это вам не какой-то там русский рэп про пацанов и травку. Нет, это русский рэп про тёлочек, пацанов и травку. Это современная музыка, тут все совсем по-другому. И ведь всего несколько лет назад подобный клип выглядел бы как стёб, как какая-то юмореска уровня группы «Хлеб». Этот клип и сейчас так выглядит, только со временем все это стало еще не смешнее. Настоящий успешный господин, он зарабатывает прайс, он упыхивается, убухивается, он делает любовь с девками, а не слагает об этом детские идиотские стишки. Ему не нужно снимать клипы и петь рэп для слабоумных, дабы потом найти из числа этих людей партнера для спаривания. Спасибо за внимание, подписывайтесь на своем тупом кафирском ебальнике и слава пророку Мухаммеду.